Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. От вас ничего не зависит. Все случится по велению судьбы. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим, что от вас совсем совершенно не зависит. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, давайте разбираться, что от вас не зависит. Смотрите, вас показали в центре и показали, что вы к себе привлечете огромное количество очень разнообразных и интересных людей. К вам люди потянутся, у них отыграется женская привлекательность, либо мужская привлекательность, а у других еще и добавится, например, ваши профессиональные знания, ваше умение, ваша доброта, ваше умение себя подать. Вы к себе, к своей персоне привлечете огромное количество людей. Привлечете как хороших людей, так и не очень. Да? Будут люди, которые искренне будут вам радоваться, удивляться, там, влюбляться в вас. И будут люди, которые будут к вам тянуться как к источнику энергии, да, там всякие вампиреныши, пиявочки, как, например, к стабильному человеку, на которого можно опереться, то есть воспользоваться. То есть к вашей доброте будут тянуться, жалобить вас, чтобы вы им помогали. И справа, и слева вы людей будете привлекать. Круг вашего общения очень сильно увеличится. Здесь и новые знакомства, и уже знакомые люди к вам подтянутся. Много общения, много встреч, много разговоров, и вы как в центре внимания. Да? Вы в центре внимания. Кстати, еще по таким знакам очень часто проходят назначения на более высокую должность, на руководящую должность. Либо возглавить какую-то группу людей, быть лидером движения. Может быть, даже себя в какой-то новой роли попробовать, там, где нужно работать именно с людьми, общаться с людьми, работать с людьми. Но хотите вы того или нет, вам быть в центре и вам привлекать к себе большое количество людей. С большим количеством людей разговаривать, общаться, не знаю, работать, сотрудничать. Да, жизнь будет меняться, болото уходит, и много-много человеческой энергии входит в вашу жизнь. Дальше. От вас не зависит знакомство. Здесь идет знакомство. Причем женщина познакомится с мужчиной, а мужчина познакомится с женщиной. Вижу, что человек в вас просто влюбится, и влюбится с первого взгляда. Человек будет ухаживать за вами, пытаться обратить ваше внимание на себя, как-то себя показать в лучшем свете. То есть влюбленность и желание вас добиться. Вот как-то так идет. Возможно, вы не настроены на отношения. Может быть, считаете, что вам они ни к чему. Может быть, вы в паре, в браке. Но вот вижу, что в вас кто-то влюбится. Причем влюбится такой вот любовью, знаете, искренней, нежной и очень преданной. Да? Даже если вы человеку откажете, скажете, ну вот у меня муж есть, либо у меня невеста есть. Человек скажет, ну ладно, просто позволь мне быть рядом и просто позволь мне тебя любить. То есть вас это даже как-то тронет. Очень необычный опыт какой-то вы получаете. И еще от вас не зависит добиться для себя чего-то лучшего, либо лучше, чем у других. Вижу, что вы на это не настроены, но вам этого хочется. И вижу, что вы окажетесь рядом с каким-то человеком, который может повлиять на вашу жизнь и судьбу. И человек вас будет спрашивать, чего же ты хочешь, либо что тебе нужно. А вы скромненько будете говорить, что типа у меня все есть, а мне ничего не надо. Человек будет тронут вашей скромностью,
Плюс еще тут ангел на ухо шепчет. Человек вам что-то даст, либо что-то для вас делает, чего не делал для других, либо чего другим не давал. Опять же, здесь может и зависть сформироваться. Люди ведь такие, они таких вещей не прощают. Начнут завидовать, начнут о вас там сплетни сочинять, почему вам дали. Могут даже приписать, что вы там в какой-то любовной связи состоите, либо вы подкупили этого человека, либо там шантажировали. Но почему вам дали больше, чем другим? А дали вам именно за то, что вы скромный человек, за то, что вы там не наглеете и не просите, да, а наоборот очень скромно себя ведете. Вот как судьба вас с кем-то сведет, с кем-то важным, авторитетным, кто влияет на жизнь и на судьбы людей. Вы очень скромно себя покажете, за это получите награду, за это получите больше, чем другие получают. Те, которые там просят, требуют, в конвульсиях бьются, в истериках, да, получите именно больше. Дальше, мои хорошие. Здесь у недоброго человека, либо человека, который очень негативно на вас настроен, извините, зад подгорает. Я вижу, что вы на этого человека как забили, рукой махнули. Возможно, даже простили этому человеку его гадкое, мерзкое поведение, либо очень злобные поступки, придирки в вашу сторону. Забыли, махнули рукой, либо простили. Но вы такой человек, вас обижать нельзя. За вас ваш род стоит, и у вас ангелы очень сильные. Вижу, что тот, кто вас обидел, столкнется с огнем справедливости, и именно зад подгорает. Скорее всего, там, где человек чувствовал себя максимально в безопасности, либо считал, что у меня там все как налажено, отлажено, и переживать нечего, именно там огонь загорится. Тут накажут человека за то, что с вами плохо поступил, либо с вами был неправ, либо в отношении вас что-то плохое затевал. Кстати, у кого-то даже и пожар может случиться, да? У вашего недоброжелателя, либо у лица, которое вас обижал, может даже как пожар в доме быть, да? Либо что-то загорится. Ну а так показывают, что зад будет гореть. То есть проблемы в тех местах, либо в тех сферах жизни, где человек не ждет. Такая неожиданная ситуация, нежданчик такой для вашего врага. Но вы тут ни при чем. Вы поступили благородно, вы об этом не думаете, вы забыли, вы простили, и тут вот такое происходит. Накажут вашего врага, либо вашего недоброжелателя, причем достаточно жестко накажут. Так, еще от вас не зависит. Не у всех отыграется, но у кого-то конкретного отыграется. Я вижу, что здесь человек в вас влюблен, но человек не свободный. Либо встречаются, да, люди, либо они женаты. И вот этот несвободный человек в вас влюблен. И вижу, что там в отношениях разлад произойдет. Либо человек наконец-таки решится выйти из этих отношений, потому что любит именно вас, а не ту другую женщину. Хотя вы либо не ждете, не думаете, либо не просите, не надеетесь, либо в принципе даже не знаете, что этот человек в вас влюблен. То есть вы не знаете, но из-за вас люди разойдутся, либо разведутся. Вот как-то так мне идет. Опять же, вы все разные, каждый в разной ситуации. Может быть, вы действительно в треугольнике состоите. И тогда мужчина из-за вас разводится, либо женщина, если смотрит меня мужчина, разводится из-за мужчины. Прям совсем как-то быстро все будет происходить. Быстро и с каким-то даже темпом, нарастанием идет. Но опять же, себя не вините. Себя не вините. Здесь решение именно того, кто вас любит. Вы здесь ни при чем. Да? Человек вас полюбил. Что, он виноват в этом? Либо вы виноваты в этом? Кто в этом виноват? Никто не виноват. Человек полюбил. И человек решает поменять свою жизнь. Здесь либо разойдется, либо разведется. Так, с правой стороны. На что-то вдохновят вас высшие силы. На что-то, чего от себя не ждете, либо о чем сейчас не думаете. Вы за какое-то дело возьметесь, либо за какую-то новую работу, либо какое-то новое хобби, увлечение у вас получится. Вижу, что вы себя в этом деле найдете, и у вас будет это получаться лучше, чем у всех остальных. Либо вы в этом будете абсолютно успешны. Прям потянет вас к чему-то новому. Новая работа, новые увлечения, новые хобби, новый бизнес.
Здесь именно вас вдохновят высшие силы, как на ухо вам нашепчат. Здесь многие из вас как сферу деятельности меняют и становятся очень успешными. Ну, допустим, вы сейчас работаете на кого-то, там в офисе целый день просиживаете, либо на производстве работаете. Вас высшие силы вдохновят, и вы такая: стоп, а почему бы мне свой бизнес не открыть? А почему бы мне там в интернете не работать? Что-то вы такое придумаете. И будете в этом абсолютно успешны. Очень резко все у вас поменяется. Прям резко и неожиданно. Вы сами от себя точно не ждете. Либо вы сами бы никогда не решились. А высшие силы не только вдохновят, но и подтолкнут. Так, еще. А здесь мужчина что-то вам принесет. Принесет то, что должен, либо то, что у вас в свое время забрал. А может быть даже какая-то компенсация от мужчины. Что-то он вам приносит. Вы прям растеряетесь. Вы этого не ждали, вы об этом не думали, на это не надеялись и вообще в голову не приходило. Придет, отдаст и уйдет. Вот, что-то вы от мужчины будете получать. Но что-то хорошее. То, чему, опять же, сердце порадуется. Так, здесь двое дерутся, а вы разнимаете. И для вас это проблема. Здесь либо дети могут между собой драться, либо близкие вам люди не могут общего языка найти, и постоянно какие-то скандалы. Вы уже не знаете, что делать, руки опускаются, какие-то непримиримые два персонажа. Вижу, что они на почве чего-то подружатся. Сейчас они дерутся, но скоро подружатся. И будут просто не разлей вода. Ну, допустим, что это может быть? Дети, да, которые постоянно ссорятся с друг другом, помирятся и подружатся. И прям вот они везде вместе, и все так у них хорошо, тьфу-тьфу-тьфу, спокойно, и у вас душа радуется. Может быть, это ваша, допустим, мама и ваш супруг, ваш избранник. И они постоянно ссорились, потому что мама там какие-то претензии имела, а супруг в стороне не стоял, тоже там ответы давал. Вижу, на почве чего-то они подружатся и будут не разлей вода. Но для вас это очень благоприятный знак. У вас тут прям гора с плеч, и даже нервная система ваша сможет и успокоиться, и восстановиться. Потому что вы очень переживали из-за этих ссор и скандалов. Ну вот, примирение, дружба здесь показаны. Большой маяк. Вам сигнал будет, вам знак будет. Причем в самый такой момент крайней необходимости, когда руки опускаются, когда в голове пусто, серо и туманно, и вы не понимаете, что делать, куда вам идти. Здесь вам знак, маяк показали. Четкий будет знак, либо четкое направление будет дано. Да, здорово. Либо через какого-то человека вам эту информацию, знак передадут, либо действительно будут какие-то события мистического характера, и знаки, которые вы сможете правильно прочитать и трактовать, и использовать, самое главное. Вас не бросят на произвол судьбы, вам и укажут, и подскажут, и из сложной ситуации вас точно выведут. Так, еще вы не ждете помощи от каких-то людей. Не ждете, не надеетесь и никогда не просили. Может быть, сами все решали. Но нет такой у вас привычки, да, от кого-то чего-то ждать. Я вижу, что люди проявят инициативу. Здесь как несколько человек, либо они пара, они проявляют инициативу и оказывают вам достаточно серьезную помощь. Удивительное событие, вы себя как-то не очень удобно чувствуете, но тем не менее помощь будет вам оказана. 2 человека. С правой стороны, явно вы знакомы, либо даже в каком-то родстве состоите, вам окажут помощь. Так, с левой стороны. Здесь мужчина серп в руки берет. Но серпом либо работать начинает, либо защищает вас. Может быть, даже мужчина от чего-то избавляться будет. Например, там, от вредных привычек, либо от неблагополучных друзей. То есть вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Но для вас это будет настолько неожиданно
И если бы вам там кто-то сказал заранее, либо я вам сейчас говорю, вам сложно поверить, что мужчина на это пойдет. Причем пойдет по собственному желанию, по собственной инициативе. Но так оно и будет. Здесь мужчина вас не просто удивит, он вас шокирует своим поведением, либо какими-то своими поступками. Но шокирует в хорошем смысле слова. За серп берется и его применяет. Ну а если на работу устроится, прям чудо чудное. А если пить бросит, прям вообще замечательно. Так что мужчина с серпом. Здесь четко показали. Серп очень большой. Так, выше. Вижу, что кто-то вас уговаривать будет. О чем-то просить, уговаривать, прям умолять. Человек, который, ну, допустим, всегда кичился тем, что там, я самый лучший, самая лучшая, у меня все самое лучшее, мне никто не нужен, я независима. И тут к вам придет и будет вас о чем-то просить и умолять. Так, а здесь у вас знакомство, вам кто-то рукой машет. Знакомство, которое очень многое в вашей жизни поменяет и поможет вам выйти из состояния повешенного. Есть какой-то умный человечек, и умный, симпатичный, очень добрый. Вам встретится в нужное время, в нужный час. Влияние этого человека на вас будет невероятно позитивным, вдохновляющим, эмоционально наполняющим. Вижу, что благодаря этому человеку звезда зажжется над вами. Но звезда — это хороший знак, это мечта, это желание. Этот человек вас вдохновляет и к этому подводит. Ну, из состояния повешенного, самое главное, он вас выведет. Вам и жить захочется, и действовать, и даже мечтать о чем-то таком невероятном, потому что звезда очень красивая, на Сириус похожая. Да, встреча, знакомство все меняет. Мост у вас с этим человеком. Мост — это к общению, это к действительно связи между вами. Мост большой, значит, связь будет долгая. Не могу сказать, кем придется вам этот человек. Ну, давайте назовем другом, да? Друг либо подруга. Очень интересный человек, очень позитивный. Этот человек здорово повлияет на вас и на вашу жизнь. И, кстати, и на дальнейшую судьбу. Этого человека вы будете воспринимать вот как подарок судьбы. Да? Это подарок судьбы, что мы с ним познакомились, что мы с ним встретились. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.